Всем привет! У нас печка топится. Маша подкидывает дров на улице, потому что морозно. Одна партия уже как бы вот немножко. Сколько там добавила? Это 4 штуки, да? Вот так печка топится. Маша, привет! Всем привет! Смотрите, Маша занимается печкой уже. Более-менее уже движения нормальные. Вот так. На улице у нас холодно. Закончили, и сейчас я буду готовить тесто для блинов и будем жарить блины. А я немножко, друзья, поснимаю. Во дворе, на дворе, вернее, масленица. Сейчас говорю, Машенька, что ты будешь класть блины? Блины по маминому рецепту. Что у меня такие делаю? Так, одно яйцо. Так, беру сюда, значит, немножко соли. Вот смотрите, чайная ложечка неполная. Сахар. Сахар. И также немножечко соды. Все на чайной ложке. Ну, у меня здесь 500 миллилитров я налила. Ну, вода обычная, друзья. — 300 миллилитров воды примерно взяла. Так, и потом буду класть муку. Муку буду класть стаканом. Граненый стакан такой. Специально стаканом кладем 200-граммовый стакан, чтобы, потому что мы всегда на глаз делаем, на глаз. И я сегодня Машу попросил, я говорю, дай, Маша, это самое, хоть стаканом будем мерять, чтобы люди знали. А то некоторые просят, говорят, что в граммах рецепт не пишите, а мы не знаем, мы все на глаз. Вот 2 стакана 200-граммовых для начала положили. Сначала, конечно, сделаем такое густое тесто, как на оладьи, а потом будем уже развести. Ну, будем молоком, я буду потом уже. Пожиже делать, да? Да. Еще полстакана добавлю. Чтобы побольше теста было. Молоко сюда. Нальем молоко. Но у меня здесь 300 миллилитров молока. Так, и добавляю еще масло растительное сюда же тоже. Ну, 1 столовой ложки хватит. Сейчас еще я варежкой посмотрю, как у меня густота, потому что ложка иногда все равно не так хорошо, как бы понятно, жидковатое или слишком густое. А вот поварешку уже знаешь, состояние теста, да? Да, уже как бы готовое для жарки или нет уже. Так, я сейчас еще попробую на вкус.
соли хватает или не хватает. Придется немножко добавить. Соль еще добавляю. 2 щепотки еще Маша добавила. В той чайной ложечке, да? А, там не полная чайная ложечка. Я немножечко добавила соли. Сейчас поварешкой Маша это самое тюль-тюль сделает. Если правильный тюль-тюль, значит нормальное тесто. Если нет, а смотрите, добавляет водички. Значит густоватое тесто. Да, ложкой, потому что непонятно. Вот когда вот уже поварешка уже тогда уже точно знаешь. У нас густая и... немножко тоже язык литература кому языка. Немножко это самое ликбез такой. Дар у нас называется поварешка по кому дар. Нет, я говорю дар. Нет, ты правильно все сказала, поварешка, как по-русски. Мы поварешкой называем, а так-то дар. Вот интересно, да? Совсем по-русски значение дар и значение коми языка этого слова дар. Дар это поварешка. Интересный момент такой. Ну вот, друзья, смотрите, почти полностью 500 грамм воды ушло. Ну, 500 литров вон воды и 300 миллилитров молока. 500 миллилитров воды. Да. И 300 миллилитров молока. Да. 2,5 стакана муки, соль по вкусу, сахар по вкусу, 1 яйцо. Сода, щепотку. Ничего не пропустили, все повторили и все будет записано еще. Так, что потом? Подождем или Так, сразу потом будем я жарить? Это уберу лишнее уберу и начнем жарить. Ну, друзья, начали жарить. Вот. И хочу немножко рассказать. Сегодня первый раз используем вот такую плиту. Купили все-таки плиту. Хотели, ну, вот не индукционная, а просто стеклокерамика. Стеклокерамика, да. Вот такая сенсорная панель. Вот бликует, не могу снимать. Короче, помните, на донаты я хотел купить вот эту плиту. С Машей решили купить. Потом заказали дочке. Позвонил Катерине. И Катерина говорит. Что сказала Катерина? Подарок. Да, говорит, никаких денег, говорит, мне не надо. Это, говорит, на 23 февраля папа тебе подарок. Вот так. Первый блин разбух. Первый раз жар не чувствуем, ничего не понимаем. Ничего не понимаем и, видите, подгорел немножко. Наверное, надо, Маша, убавить жар, да? Вон минус. Нажимай вот на минус. Еще. Вот. Первый раз, друзья, используем такую плиту. Самый первый раз. И используем на масленицу. Первый раз. Шумит немножко. Ничего. Все слышно. Разговор все равно слышен. Ну да. Первый блинчик такой. Это сразу Маша смазывает. И желательно, Маша, отдели сторонку, сразу попробуй. Потому что я всегда первый блин пробую. Так, второй блин у нас. Этот первый, видите, отложили. Сейчас будем сразу дегустировать. Это без этого никак. Нам еще надо привыкнуть, потому что я не знаю еще вот на каком... При какой температуре? При какой, да, тут мощность, вот, смотрите, там 1400 показывает. Это, наверное, слишком еще. Так, еще понизили температуру. Да, подгорает немножко. Да. Подгорает, Маша, блины на новой плите. Ну, почему нет? Самые красивые получаются. Ажурные, да? Румяные самые. Ажурные, румяные. Ну ничего. Ну попробуй вот этот блин, он готовый.
Некогда Посмотрим. пробовать. Сейчас сначала это уберу, да, после уже. Потому что нужно пока посмотрим, как что, и потом уже будет понятно, на каком... Температуру надо подобрать. Смотри, вот тут есть такое слово «жарко». Может, жаркую выбрать? Еще. Сейчас попробуем, друзья, блин. По половинке Маша делит так. Как? Как на вкус? А мне? А мне? Блины мягкие. Вообще. Супер. Более-менее температуру подобрали, да? Новой плитки. Еще надо добавить. Как бы мне тоже чувствуется, что перебор. Посмотрите, там убрали до 400. Получается, там вот есть такая, написано «жарко» слово. Включили туда. И вот сейчас вроде и не пригорают, и готовятся нормально. Все познается, как говорится, в деле. Плитка-то так-то удобная. Ну и что потом? Одинаковое там, все одинаково. Пожарим, потом уже будем... Да. Печем, он сколько нам еще печь, много. Сделаем уже с начинкой. С начинками. Завернем потом начинку. Правда, вот так тоже очень вкусно. Вот с солью все нормально. Сейчас вот попробовали один блин. Жар подобрали. Все окей, как говорится. Пришел наш на подоконник наш, как говорится, самый главный участник. Малыш смотрит в окно, там собаки гуляют. Опа, смотрите, какие ажурненькие, красивенькие блины. Ну, друзья, еще раз включился. Ну, как говорится, все. Полностью покорили мы эту плиту новую. Как говорится, выбрали жар 400, мощность 400. Там жарко еще автоматически идет. И блины вообще такие румяненькие, но ни капельки не подгорают. Все нормально, все подобрали. И плитка нам понравилась. Просто вот еще вот шумит немножко. Видите, какая румяная блин. Все четко. Вот так. Масленица в самом разгаре, друзья. Середина недели. Все четенько. Маслице. Крылышко. Снова маслице. И готово. Так, вот у нас блинчики с икрой уже как правильно? Начиняли или как? Ну, короче, вон. Ну-ка, сбоку, Машенька, покажи, как они выглядят конусные. Такие. Во.
Вот такие кулечки из блинчиков. И внутри красная икра. Вот такая начинка для нас. Немного, но нам хватит. И потом еще вон, друзья, творог такой. Ну тут сметана, творог и сахар. И тоже немного. И потом оставим, просто блинчики тоже оставим. Тут все тоже просто. Можно, конечно, завернуть такие квадратики, конвертики или как правильно. Но мы трубочки любим так, трубочками. Ну, практически все. Нам этого хватит, и вам еще осталось просто блины. Эти с творогом, эти с икоркой. Ну вот. Все, машинка закончила. Сейчас будем чай пить. С ножками. Чай пьем, друзья. Горячий, правда? Ну и блины тоже горячие. А ты с икоркой, Маша, попробуй. Не просто блины, да? Я просто, Да нет. Я просто блины стал. Мягкие, как у тещи. Как? С икоркой. Вкусно. Блины с икрой не могут быть невкусные. Вообще замечательно, друзья. Мягкие. Вкусно. Вот так. Масленичная неделя в самом разгаре, так сказать. Середина. Сегодня среда. Ну, уже вечером, конечно, это видео загрузится. Это мне еще это видео сделать, да и загрузить еще надо. Вот. Так и живем. Блины кушаем, да. Домашними делами занимается. Кто занимается, а кто смотрит. Но мне потом нужно сходить, выйти, то есть к Умке. Умку нужно загнать в вольер. А, да, точно. Она у нас же на свободе. Открыт, вольер открыли, чтобы она могла сама свободно ходить, выходить, прогуливаться, но она так-то слабо что-то гуляет у нас. Это самое скучное ей. Вот местные собаки ей вообще не интересны. Вот она любит с людьми, вот чтобы был человек рядом с ней. Вот сейчас Маша выйдет и, наверное, немножко поиграешь с ней, да? Потому что когда с ней играются, ей очень весело. Очень весело, она такая шустренькая такая. Ну, долго тоже приятно. Не играет. Немножечко порезвиться и все. Но. Быстро надоедает. Вот. Ну, за блины, Маша, скажем, поставим от вас, друзья, жду лайки побольше, Машеньке. Я говорю спасибо. С икрой-то как? Нормально? Да. Вкусно, да? Я уже с вареньем. С творогом, с малиновым вареньем. Не малиновым, клубничным. Клубничное варенье. Просто блины с творогом. Все замечательно. Делайте, друзья, блины. Начиняйте всякими вкусняшками, начинками, любыми. Мясо, творог. Кто как любит. Кто как любит. Красная рыба еще. Что есть, то и туда. Салат можно даже просто сделать, как лаваши делают. Тоже все будет очень вкусно. Вот. Делайте, празднуйте масленичную неделю, угощайтесь. А в воскресенье уже будет сама масленица. Вот так. Ну, видео не заканчивается, но я уже говорю до свидания. Потом уже Маша там выйдет, поснимает, что там Умка делает. Вот. Я говорю до свидания, а вы дальше смотрите. Небольшой сюжетик от Маши. Вышла к Умке. У нее вольер открыт.
Вот, выходит из вольера. Как давай, Умка, шуки, где мы нам? Она спала там. Открыта, дверца открыта. Вот. И там вот она и на воле, на свободе. Сама молодец. Ты молодец, красавица. Да? Такая радостная стала. Да? Ужин. Умка. Ужин. Спала, наверное. Да, Умка? Так, страшно. Немножко она, немножечко только и побегала, порезвилась. Ну а сейчас потом зайдет в вольер. Он уже у нас солнце садится. Морозец такой. Вот. Вот такое солнышко уже садится. Да, Умка? Умка, шук ты. Look. Put something, look. Look. Все, закрываю потом. Хватит. Сегодня с 9 часов уже она была на прогулке. Можно сказать, так много и не прогуливается. Вот как вышла, вы сами видели, что она из вольера вышла. Так она гуляет у нас. Вот, немножко побегает возле дома, порезвится немножечко так и домой часто заходит потом. На кресле своем лежит. А так потом привыкла уже вот сюда и никуда не уходит вроде. Вот вместо гуляния спит в своей каморке. Ну все.